В учебных заведениях Сосногорска проходят уроки депутатов. Они приурочены ко Дню местного самоуправления, который отмечается завтра. В Сосногорском железнодорожном техникуме такой урок сегодня провел депутат районного совета, преподаватель учебного заведения Андрей Терентьев. Главная задача таких уроков – сделать сферу законодательной власти более понятной молодому поколению. Студенты знакомятся с парламентом, со структурой законодательной власти изнутри. Такие уроки помогают им лучше понять непосредственно суть работы. Так Андрей Терентьев рассказал об общих принципах организации местного самоуправления, а также поделился своим первым опытом участия в выборах 2003 года. Против меня было 4 соперника на этот момент. Главный врач ЦРБ, больница, главный инженер ТЭЦ, нашей ТЭЦ Сосногорской, и священник Дубчак, и я. И никто не ждал, но я-то стал депутатом. В чем плюсы, скажем так, для человека? Во-первых, вы можете какие-то свои пожелания возводить в жизнь, да, то есть по жизни города. Ну и быть в центре событий города, знать, что происходит, где происходит. Быть активным членом общества. Терентьев добавил, что даже студенты в их возрасте могут стать депутатами органов местного самоуправления. Ребят заинтересовало, во сколько же может обойтись избирательная кампания. Терентьев ответил, что на первые в своей жизни выборы потратил всего 100 рублей, распечатал листовки и лично ходил агитировать. Кроме того, студенты немного удивились, узнав, что местные депутаты зарплату за свою работу не получают. Подобные уроки в эти дни проходят сразу в нескольких учебных заведениях Сосногорска. В Сосногорске продолжается подготовка к шествию бессмертного полка. Координатор акции ожидает, что в этом году к ней присоединятся несколько сотен сосногорцев. Мы приглашаем всех жителей Сосногорского района, тем, кому дорога память о фронтовиках-победителей, принять участие, вступить в ряды бессмертного полка и принять участие в праздничном шествии полка на 9 мая в нашем городе. Фото ветеранов можно изготовить как самостоятельно, так и обратившись к координаторам акции в городской музей. Здесь же помогут внести информацию о ветеране во всемирную сеть. На официальном сайте бессмертного полка мойполк.ру можно разместить самостоятельно информацию о своем ветеране с фотографией или обратиться за помощью в штаб в нашем городе. Поддержку проведения акции «Бессмертный полк» продолжают и многофункциональные центры Коми. В центре «Мои документы» можно бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк». Фотографию необходимо предоставить либо на бумажном носителе, либо на флеш-накопителе. Здесь же специалисты помогут и с внесением данных о ветеране на официальный сайт движения. Для этого заявитель приносит фотографии, воспоминания, какие-то письма, и мы размещаем данную информацию на данном сайте. Все оригиналы будут возвращены владельцам, а информацию это можно будет оставить в народной летописи. Добавлю, само шествие бессмертного полка пройдет в Сосногорске 9 мая по улице Оплеснина от районной доски почета в направлении Дома детского творчества. Шествие стартует в День Победы ровно в полдень. Сосногорская десятиклассница Анастасия Карманова в составе сборной Коми участвует в федеральном этапе конкурса «Лидер 21 века». Он стартовал сегодня в Москве. Настя – человек с активной жизненной позицией. Накануне отъезда рассказала, как интересно ей участвовать в конференциях, конкурсах, придумывать что-то новое. В Москве Анастасия представляет социальный проект «Экология начинается с тебя». Небольшие видеоролики для младших школьников девушка снимала и монтировала вместе с членами детского общественного объединения второй Сосногорской школы. Идеи каждого ролика собственные. Общее наблюдение, когда находишься сам по себе в коллективе, готовим различные мероприятия, при взаимодействии с другими организациями, все равно обмениваешься опытом, что ты для себя берешь, и впоследствии возникают какие-то для себя уже идеи, наработки. Федеральный этап всероссийского конкурса «Лидер 21 века» продлится 4 дня. Все это время участников ждет масса различных мероприятий. От выступления и собственной презентации до танцевальных мастер-классов и караоке-клубов. Хотя перед поездкой Настя думала лишь о том, что нужно не ударить в грязь лицом, хорошо подготовиться и выступить. И эмоциональная подготовка для меня в первую очередь очень много значит, чтобы именно сконцентрироваться и не отвлекаться на какие-то лишние посторонние мысли, подготовить себя к тому, что будут совсем другие люди, совсем другая, более серьезная обстановка, и надо себя к этому, конечно, морально настроить. Ну и при подготовке самопрезентации, проекта также читаешь много различной теоретической информации, законодательную базу. Ну, это довольно-таки большая и объемная подготовка идет в разных направлениях.
пятницу в Сосногорске будет облачно, пройдет снег. Ночью похолодает до -4, днем 0-2. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.